Сегодня у нас рубрика «Прокачай свой калмыцкий». Выпуск посвящен юрялям к празднику Зул. Мы хотим поделиться с вами небольшими хитростями, лайфхаками по юрялям, а именно по строению юрялей, по лексике благопожеланий к празднику Зул и по таким одиночным поздравительным фразам. Так, для примера мы взяли такой простой классический юряль. Давайте его сначала прочитаем, а потом уже будем разбирать по пунктам. Буры дилагарча, ботхан дилорча, дилболган зулан кеже, асын өлзәттә, цаган халықта болча, насан асын бидін цугар, гем золын куга бәже, баты кишкта болча, менде амылын кевхигі, олын дейедіс борхот өршәдха. Итак, вначале рассмотрим строение юряля. Большая часть юрялей заканчивается словами «Он дейедес бурхот эшадха», то есть говорится о милости богов, да? О том, что пусть нас благословят, пусть нас помилуют Всевышние бурханы. В юряле может говориться как «Он бурхот эшадха», либо «Он дейедес эшадха». Но все это переводится как Всевышние бурханы. Последний глагол в юряле обычно либо иршадха, иршахболтха, либо хайрлтха, либо евятха. Это все синонимы, на русский язык они переводятся «пусть нас помилуют, пусть нас благословят». Обратите внимание, у последнего глагола суффикс тха-тха. Как видите, да? Этот суффикс на русский язык переводится как «пусть». То есть иршадха, пусть благословят, хайрлтха, пусть помилуют, евятха, пусть благословят. Если в последней строке мы говорим о милости бурханов, то в предпоследней строке последнее слово стоит у нас в винительном падеже «йовхига» и заканчивается на «ига», либо там «йовхига», «бяхига», «болхига», ну и так далее. Почему? Потому что в калмыцком языке от глагола «иршадха», «хайрлтха», «евятха» задается вопрос «юга». «Юга» «иршадха», «юга» «хайрлтха», «йовхига», «болхига», «бяхига». На русский язык, когда переводится этот винительный падеж, он вообще пропадает, его не слышно, не видно, но так как мы говорим на калмыцком языке, мы должны соблюдать грамматику калмыцкого языка. В калмыцком языке от глаголов «эшатха», «хайрлтха», «евятха» задается вопрос в винительном падеже «юга». Поэтому слово в предпоследней строке стоит в винительном падеже «йовхига», «бяхига». То есть «юга эшатха», «менда амулынг йовхига» или «менда амулынг бяхига». То есть пусть помилуют, пусть благословят нас боги, чтобы мы жили в покое и здравствии. Как видите, на русском языке вообще не слышно этого винительного падежа. Но, тем не менее, в калмыцком языке он всегда используется. Это первый вариант окончания юряля. Как видите, я специально выделила одной фигурной скобкой, то что эти две строки, они всегда идут в юряле вместе. То есть предпоследняя строка в винительном падеже, и в последней строке мы говорим о милости бурханов. Но бывают такие юряли, которые заканчиваются призывом, такой дудвар, да, давайте жить там в покое и здравствии, либо вы живите в покое и здравствии. Рассмотрим вот первый вариант призыва такого, если давайте мы все вместе будем жить там в покое и здравствии, да, менде амлын бәцхай. Либо там можно сказать «амулынг менде бәцхай». В дырвицком наречии будет окончание «ай», либо «ый», допустим, «менде амулынг ювый». В тургутском наречии такое оно плавное окончание будет «я», «бәцхай-я», «булы-я», «бул-я», «йов-я». То есть вот это «ай», окончание или «ый» переводится на русский язык как «давайте». То есть мы все давайте вот
жить так хорошо и замечательно. А если у нас призыв о том, чтобы вы, да, вот вам пожелали, вот вы живите в покое и здравствии, то тогда менде амлынг бятн. Окончание тн у нас указывает на вот вы, тн, тадн, да, тадн вы, менде амлынг бятн, то есть живите в покое и здравствии. Это что касается вот окончания, то есть вот, да, окончания юреля. Дальше, что еще можно сказать по структуре? Если вы заметили, в каждой строке глагол, точнее, это уже не глагол, а уже деепричастие, стоит деепричастие, оканчивающееся на буквы че, дже, да, гарче, ордже, кедже, больдже, бядже. С чем это связано? С тем, что мы перечисляем, да, все эти поздравления, у нас очень много действий, там живите в покое и здравствии, чтобы там ваши продленные годы были счастливыми и так далее, и так далее. А в русском языке перечисление идет через запятую, то есть глагол, запятая, глагол, запятая. В калмыцком языке перечисление ведется деепричастие, 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 и основной глагол стоит в конце. То есть все, что мы перечисляем, передается у нас деепричастиями, деепричастными оборотами. Гарче, ордже, кедже, больдже, бядже, больдже. Винительный падеж и дальше основной глагол. Это что касается вот строения юреля. Дальше рассмотрим лексику юреля именно к празднику Зул. Но здесь всегда в любом юряле будет алсын насн, продленные годы. То есть, авх это вообще брать, получать. То есть, как полученные годы, полученный возраст. С чем это связано? С тем, что основной обряд на праздник Зул, да, насанавха, насавха, получать годы, продлевать себе годы, так как это большой день рождения всего калмыцкого народа. Соответственно, в любом юряле на Зул будет говориться о продленных годах. Алсын насн. И они уже будут либо утта, да, длинными, долгими, өлзета, счастливыми, цаган хаалхта, с белой дорогой. Обычно там, где говорят о годах, то всегда упоминают и счастье, да, баттакишек, крепкое счастье. Вот это именно такая шаблонная фраза. В юрялях не говорят баттаджиргаль. Уже принято, устоялось так, что баттакишек, крепкое счастье. Соответственно, с крепким счастьем баттакишекта. Но здесь гемзовлункуга, да, чтобы без болезней, менде амулунг, либо амулунг менде, покой и здравствие, зуланкиха, отмечать праздник Зул. И часто во многих юрялях есть такие две строки: бура джиле гарче, ботхан джиле орджа. Что это значит? Бура джиль. Бура джиль, старый год. Здесь бура переводится вообще как взрослый верблюд, такой верблюд-самец. Бура-джиль, то есть старый год, он сравнивается со старым верблюдом. Ботхан-джиль, ботхан, маленький верблюжонок. Соответственно, Новый год сравнивается с маленьким молодым верблюжонком. То есть пусть старый год уходит, вот как старый верблюд, а Новый год приходит как маленький молодой верблюжонок. Так, дальше идем. Что обычно отвечает в ответ на юряль? Да, те, кто слушал юряль, должны в конце, после юряля, обязательно произнести либо юряль шингтха, либо юряль бютха, либо тиктха. Первый вариант юряль шингтха. Шингха — впитываться, то есть дословно пусть юряль впитается, то есть пусть он сбудется. Второй вариант юряль бютха, то есть тоже бютха — исполняться, сбываться, то есть пусть сбудутся все благопожелания. И еще один вариант, как тиктха. Он переводится как тигат болтха, да будет так, пусть будет так. Обратите внимание тоже, да, окончание тха, пусть будет так. И по одиночным фразам. Какие одиночные фразы, допустим, если у вас нет времени на большой юряль, либо вы пишете сообщение и хотите просто поздравить одной фразой,
можно поздравить. Алсын асынтын утты болтха. То есть тоже пусть будут долгими ваши продленные годы. Да, обратите внимание опять, так как это одна единственная фраза, у нас нет перечисления, то основной глагол будет использоваться с суффиксом тха, тхэ. Алсын асынтын, окончание тн, тана, то есть ваши, да, ваши продленные года, пусть долгими будут. Алсын асынтын өлзәтта болтха, пусть ваши года будут счастливыми. Можно поздравить и так. Алсын асынтын утты, кишіктің батты болтха. То есть пусть ваши годы будут долгими, а счастье крепким. Либо орджахы джиль өлзәтта болтха. Пусть будет счастливым наступающий год. Орджахы джиль наступающий год, өлзәтта счастливый, болтха пусть будет. Ну, на этом завершаем наше видео. Надеемся, что оно было для вас полезным. Если у вас есть свои какие-то тонкости, хитрости по юрялям, пишите их в комментариях. Мы будем очень рады. Менді бәрта харги.